Читаем парламентскую газету от 14 сентября 2017 года под номером 33. Статья «В ГИА появится устная часть». С 28 сентября по 8 октября Рособорнадзор проведет апробацию модели итогового собеседования по русскому языку для учеников 9 классов. В эксперименте будет задействовано 19 регионов. Допуском государственной итоговой аттестации, предположительно, такое собеседование станет с апреля 2018 года. Если апробация модели пройдет успешно, мы будем предлагать перевести ее в штатный режим, сообщил на пресс-конференции в Москве руководитель Рособорнадзора Сергей Кравцов. Школьникам напомнят о Юрии Гагарине и докторе Лизе. Как подчеркнула ведущий научный сотрудник ФИПИ, руководитель Федеральной комиссии разработчиков контрольно-измерительных материалов единого государственного экзамена и основного государственного экзамена по русскому языку Ирина Цыбулько, в ходе собеседования впервые за долгое время будет проверяться спонтанная речь школьников. Во времена СССР на экзаменах проверялась речь подготовленная, пояснила она. Спонтанную речь проверяли лишь в дореволюционной России. По словам Ирины Цыбулько, модель итогового собеседования по русскому будет включать 4 типа заданий: чтение текста вслух, пересказ этого текста с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем, диалог с экзаменатором. Первая часть экзамена предполагает рассказ о людях, вторая часть – рассказ о себе, сказала сотрудник ФИПИ. В качестве примера известных людей, о которых может пойти речь, эксперт привела Юрия Гагарина и Елизавету Глинку, более известную как доктор Лиза. Чтобы обезопасить школьников от субъективизма со стороны учителей, в процессе собеседования будет вестись аудиозапись. Оценивать навыки и знания школьника эксперт станет непосредственно в процессе ответа по специально разработанным критериям. Проходить собеседование ученики будут в своих школах. В качестве оценок будет выставляться зачет, не зачет. Устное собеседование не повод для необъективности. Это очень своевременное начинание, констатировала в разговоре с парламентской газетой заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова. Умение общаться и грамотно выстраивать диалог – важная компетенция человека. Но в связи с тем, что школьники очень много времени проводят за всевозможными гаджетами, компьютерами, у них в большей степени развивается письменная речь, причем не совсем правильно грамматически выстроенная. В связи с этим, по мнению парламентария, в школьной программе больше внимания необходимо уделять развитию именно устной речи. Ведение такого собеседования позволит понять, где именно мы педагогически недорабатываем и как правильно педагогически выстраивать уроки и преподавание русского языка, чтобы у детей лучше развивался навык именно устной речи, считает Лариса Тутова. Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова напомнила о том, что изменения в процедурах сдачи ЕГЭ и ГИА, как правило, происходят по запросам общества, в том числе самих школьников и их родителей. Общение через гаджеты привело к тому, что дети стали передавать свои мысли односложными предложениями, небогатыми высказываниями, пояснила сенатор парламентской газете. Но структурированная, богатая и красивая устная речь очень важна. Окей, да, yes. Все же неполноценные способы коммуникации. Статью подготовила Ольга Шульга. Специально для рубрики «Читаем газеты» Олеся Григорьева.